Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и новости спасения. Пару недель назад мне рассказали, что в области в 10 километрах от моей передержки у магазина часто ошивается крупный молодой подросток месяцев 10. Рассказала мне сама передержка Наталья. Она выходила из магазина, он подбежал и уткнулся ей в колени. Подумать только, знает, что ли, кому показать свою горькую сиротскую судьбинушку. Но у Наташи нет мест для кобелей во избежании драк. Да и всех не прокормить. Учимся теперь и мы проходить мимо. Прошла. Уехала она тогда оттуда. Но как-то вскользь при разговоре она поведала мне о нем. Сказала, что добрый, хороший, наивный, сам тянется в руки. Но, увы, с горечью осознали, что мы больше не тянем ни деньгами и посадить некуда. И так проходит 2 недели. И вот утро. Наташа выходит за калитку своего дома, у забора снует этот самый песик. Как? Каким образом? Они никогда не были ранее знакомы. 10 километров расстояния, другой поселок, много домов, лесов, полей. Почему он прибежал именно сюда, именно к ее дому? Мы помним, что собаки могут пробегать и сотни километров, если возвращаются к своему дому или людям, которых они знают. Но здесь все иначе. Куда его? Что с ним делать? Она запустила его, но временно. И просят или забрать. Кобелей она давно не берет. Их некуда рассаживать. И драки от их изобилия случаются. Нельзя этого допустить. Или выпускать его на волю. Или искать срочно другую передержку. Но только при условии, если вы поддержите, друзья, тогда нужны финкураторы до пристройства. Готовы ли мы еще этого наивного и смышленного ребенка спасти? Каково ваше мнение? Напишите, друзья, кто готов ему помогать до пристройства и на какую сумму. Напишите мне в личку на WhatsApp. Из последних новостей, помимо массы проблем по спасенышам здесь, в Москве, у нас прилетели 2 котика. Помните того белого веслоухого, что из подъезда вы просили забрать? И с ним в кошечка, спасенная в лютый мороз уже без признаков жизни. Спасла случайно женщина, отогрела на работе, но которой некуда нести, сама живет у родственников временно. Вы же знаете, добрые у нас те, которым самим или негде жить, или нечего есть. Итак, спасеныши, 2 котика. Белый котик и вот такой вот тоже спасеныш. От того, что он замерзал, его тоже забрали с улицы. Лохудренький. Давай, мой сладкий. Давай. Ой, какой ты бояка. Ой, 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 ой. Колтунишка. Вот такие мы дети. Вот такие мы дети. А ты посмелее, может быть, а? Замерзающий. Очень хорошая девочка. Вот, ну давай. Ну давай быстрее. Это у нас перевалочный пункт здесь сейчас. Вот как мы выходим. Вот. Вот как мы выходим. Сейчас второе видео еще сделаем. Как все интересно. Вы видите, как нам интересно? Малыш, тебя надо помыть. Веслоушка, видите, какой? Вот так вот закутали переноски, чтобы на всякий случай не замерзли, они не окоченели. На улице холодно, пеленки холодные.
просто у тебя на глазу? А, что у тебя на глазу-то? Хлоргексидином надо, да, обработать? Ну, снаружи, да, внутри там тоже, на оболочке. Просто на глазу вот такое вот пятнышко у него, как родимое, на зрачке. Может быть от травмы. От травмы, но Да, вот такое это пятнышко. даже у человека бывает. По глазу дают, и внутри оболочки образуется такая черная штука. Вот мой золотой. А зубки у тебя какие? Вот такие, да молоденькие, скажи. Ну, годика 2-3, наверное. Да, это еще нормальный такой налет. Видимо, хорошенький. Ой, какой скелетоз. Ой, скелетоз. А тут колтунишки. Эх ты. Расчесывать тебя надо. Смотри, какой у тебя хвост красивый. Ну, что такое, не хочешь? Не хочешь? Что ты разговариваешь? Ну, смотри, на. На. Видишь, вот это расческа твоя, красоту твою. А, не хочешь? Не хочешь? Не хочешь? Не нравится. А такую красоту как будем наводить? А как наводить красоту? Ну, на, посмотри. Ну, все. Ну, ты сегодня в стрессе, да? Он думает, что одушевленное лицо какое-то. Откуда он? Ну, все понятно с тобой. Ну, такую красоту надо следить за такой красотой. Понимаешь, да? Ну, все, мы все поняли. Ай, ладно. Ладно, поняли, что ты красив. Ой, все. Ну вот, на, смотри. Вот, познакомься с ней. Это не страшно. Ну, поняли, сам тогда за собой будешь ухаживать, следить. Ты мой сладкий, да? Ну да. Трындец трындецовый. Угу. Вот такой малыш. Так. И что? Да, ты мой сладкий, что ли? Да? Ну давай сейчас обработаем тебе уши. Белого котика решилась взять добрая женщина Людмила, за что ей большое спасибо. А вот вторую кошечку вести было некуда, поэтому попросила эту женщину передержать несколько дней. Кошечка обычная, простая. На таких у нас и не посмотрят. Поэтому реально девать ее некуда. Но забрать надо. Вот так вот спасешь, привезешь, а потом долго-долго распихиваю, перевожу туда-сюда, кого-то умоляю, и это остается за кадром. А с виду как будто все хорошо. И слышу только очередные возгласы. А вы тех и оттуда забрали? Ведь главное это забрать. А как дальше? Да неважно. Друзья, пристраивать кошек очень трудно, практически невозможно. На одной из якутских передержек произошла трагедия. Волонтерская собака, которую спасли и передерживали в квартире, разорвала кошку, красивую, умную, добрую, которую также недавно спасли в -50. Вы же помните, там нет передержек. Поэтому от отчаяния пихают туда, куда не надо было бы, где нет места или некому следить и держать контроль. Нужно срочно вывозить тех, кто спасен этой зимой, но снова в опасности быть разорванным. И нет места этим животным. В Якутске смерть. Вывести в Москву, но не расхватали их и здесь. Каждый надеется, что спасет или заберет кто-то. Но это не так. И когда наши глаза не видят, то вроде и нет проблем, бедствий. Привезла? Молодец. Куда-то распихала? Ну и забыли. А проблемы остаются. Проблема – это когда на малой площади живут у нескольких людей по 20-30 кошек. Это ненормально. Но почему-то третьей или пятой кошкой у нас не принято брать. Если у кого дрогнет сердце, напишите мне на WhatsApp.